Уважаемые студенты, мы продолжаем изучение курса «Основания и фундаменты». Сегодня с вами у нас второе занятие. Тема называется «Грунты как основания зданий и сооружений». Грунты как основания зданий и сооружений. Вот эта тема сегодняшней лекции. Я напомню, что на прошлом занятии мы с вами говорили об основных понятиях курса «Основания и фундаменты». Тогда мы с вами говорили, что основание – это толща грунтов, которые залегают под зданием. И всю нагрузку от сооружения, от здания воспринимает именно основание. Раз основание – это толща грунтов, теперь сегодня мы с вами дадим оценку или будем говорить о том, какие вообще существуют в природе грунты и какие грунты с точки зрения строительства, как основания зданий и сооружений, хорошие, какие грунты плохие, какие грунты надежные, какие грунты слабые и так далее. Вы из курса инженерной геологии, возможно, знаете, что существует много видов горных пород. Горная порода – это есть грунт. Мы с вами в последующих занятиях еще будем говорить, что грунты – это все виды горных пород. Все, что составляет землю, это есть горная порода, а горные породы – это есть грунты. Теперь давайте рассмотрим, какие вообще бывают грунты и какие они с точки зрения строительства, какие надежные, какие слабые и так далее. Есть специальный ГОСТ. ГОСТ. Что такое ГОСТ? Кто знает? Кто знает, что такое ГОСТ? Это государственный стандарт. Или по-таджикски стандарты давлати. На все виды деятельности, на все виды товаров есть ГОСТ. ГОСТ, номер ГОСТа 25-100. Это номер ГОСТа. В соответствии вот с этим ГОСТом все горные породы или все грунты делятся на два класса. Первый – это класс скальных горных пород. И второе – класс не скальных или дисперсных горных пород. Термин «горные породы» можно заменить с термином «грунты». Или можно говорить «горные породы», или можно говорить «грунты». Теперь смотрим, кто из вас знает, что такое скала или скальная порода. И
Вы знаете, есть такой термин. Вот эти вот скальные горные породы резко отличаются от класса нескальных грунтов или дисперсных грунтов. Скальная порода по прочности даже прочнее, чем бетон. Прочнее, чем бетон. У скальных горных пород основной параметр – это предел прочности. Предел прочности на сжатие. Это основная характеристика скальных пород. Вот предел прочности на сжатие – это характеризует прочность скальных пород. Вот по пределу прочности скальных горных пород скальные породы делятся еще в свою очередь на скальные породы и полускальные породы. Значит, есть скальные и полускальные. Вот эти вот скальные породы – это породы, которые имеют предел прочности на сжатие больше или равный 5 мегапаскалей. Значит, скальные породы, которые имеют предел прочности на сжатие более 5 мегапаскалей, это относится к скальным породам. А скальные породы, которые имеют предел прочности на сжатие более 1 меньше 5 мегапаскалей, это полускальные горные породы. Полускальные горные породы. Значит, поскольку наша тема называется грунты как основание зданий и сооружений, теперь мы расценим эти скальные породы с точки зрения основания зданий и сооружений. Теперь смотрите, скальные горные породы обычно залегают глубоко. Обычно залегают глубоко, и когда мы с вами строим здания или сооружения, то есть это по линии ПГСников. Есть специальность ПГС, знаете, да, называется промышленное и гражданское строительство. Вот они, то есть то, что мы с вами строим на земле, это здания и сооружения, например, школа, жилой дом, дорога, ГЭС, плотина, все виды, мост, они обычно имеют, их фундаменты обычно имеют небольшую глубину, поскольку скальные горные породы залегают глубоко, поэтому здания и сооружения, которые строятся на земле, их основание не скальные горные породы, а вот не дисперсные горы обычно. Но если вдруг встречаются у нас скальные горные породы, то скальные горные породы с точки зрения строительства считаются самыми хорошими горными породами. Значит, самое хорошее основание, самое прочное основание – это скальные горные породы. Но, как я уже говорил, скальные горные породы обычно залегают глубоко. Здания и сооружения, которые строятся на земле, их фундаменты не достают скальных горных пород. Но если вдруг встречаются скальные горные породы, они очень хорошие считаются основаниями. Вот со скальными горными породами имеете дело именно вы, ваша специальность. Например, вы строите ГЭС. Вот сейчас, например, строится Рагунская ГЭС. Строится где? Рагунская ГЭС строится в толще грунта, в толще горного массива, внутри земли.
Понимаете? Там вы имеете со скальными горными породами. Или вы, например, есть специальное шахтное подземное строительство. Вы строите тоннели, вы строите подземные сооружения. Поэтому обычно сфера вашей деятельности будет связана со скальными горными породами, и при изучении других предметов, других специальностей или других дисциплин вы, естественно, будете иметь дело с скальными породами, вы очень хорошо будете об этих грунтах будете узнавать. У нас есть другие еще предметы, другие дисциплины, которые еще больше будут говорить о скальных породах. Еще раз повторяю, что скальные горные породы по прочности, по устойчивости это хорошее, считается, основание. Хорошее основание. Теперь переход к нескальным горным породам. Тут есть одно слово дисперсное. Что такое дисперсное? Слово дисперсное это мелко раздробленное. Мелко раздробленное. Кто их раздробил? Это по природе они так. Сейчас я приведу пример, и вы будете знать, какие грунты относятся к дисперсным грунтам. Теперь смотрите, мы с вами говорили, что термин горная порода, это грунты, грунт. Да, это так. Но когда вы будете иметь дело со скальными горными породами, лучше применить термин горная порода. Лучше применить термин горная порода. И когда вы имеете дело с дисперсными горными породами, то есть мелко раздробленные, тогда лучше применить термин или слово грунт. Понимаете, да? Значит, хотя горная порода это есть грунт, но в зависимости от того, в какой сфере будете работать, если вы будете работать в подземном строительстве, имеете дело со скальными горными породами, тогда лучше применить слово горные породы. Если вы будете иметь дело с нескальными или дисперсными горными породами, тогда лучше говорить грунт. Вот теперь смотрите, вот нескальные или дисперсные горные породы в свою очередь делятся вот на какие виды. Вот смотрите, называется крупнообломочные грунты. Крупнообломочные грунты. В таджикском языке это будет калон-пора. Калон-пора. Это крупнообломочный грунт. Крупный инкалон, обломкости, поробласть. Второй вид грунта, дисперсного грунта, это песчаные грунты. Песчаные грунты. Третий вид дисперсного грунта – это пылевато-глинистые грунты. Пылевато-глинистые грунты. Теперь смотрите, вот каждый из этих видов грунтов еще в свою очередь делятся на виды. Вот крупнообломочные грунты делятся на какие виды? Валунные грунты. Валунный грунт. Я сейчас объясню, что такое валун вообще. Второй вид крупнообломочного грунта
это галечниковые грунты. Вы, наверное, слышали слово галечник хотя бы один раз. Галечник, галечник. Дальше. Третий вид этого грунта. Гравелистые. Гравийные грунты. Гравийные грунты. Это виды крупнообломочных грунтов. Теперь эти грунты с точки зрения как основания здания сооружений, какое имеет значение? Крупнообломочный грунт на таджикском языке примерно звучит так. Сангу шагал. Сангу шагал. Из крупнообломочного грунта обычно вы делаете бетон. Да? Сангу шагал. Смотрите. Первый вид крупнообломочного грунта – это валунные грунты. Валун – это камень, который имеет размер больше 200 миллиметров. Камни, которые имеют размер больше 200 миллиметров, называются валуны. А вот грунт, который в своем составе содержит более 50% валунов, называется валунный грунт. Теперь сами судите, такой грунт с точки зрения строительства хорошее основание или плохое? Конечно, хорошее основание. Я еще раз повторяю, что слово валун – это камни или обломки, которые имеют размер более 200 миллиметров или более 20 сантиметров. А вот земля или участок, где валуны составляют более 50%, такие грунты называются валунные грунты, и эти валунные грунты с точки зрения строительства считаются хорошим основанием. Но, к сожалению, мы не везде имеем такие участки. К сожалению, мы не везде имеем такие грунты. Понимаете? Поэтому, но если вдруг где-то встречаются вот такие грунты, имейте в виду, что такой участок, или такая земля, или такой грунт, с точки зрения как основания здания и сооружения, считаются хорошими, надежными грунтами. Чтобы вообще вы знали, грунт – это природный материал. Это не искусственный, это природа создала грунт, да? Это природный материал. Свойства грунта от нас с вами не зависит. От нас с вами не зависит свойства грунта. По природе, какой имеет свойство этот грунт, вот то и имеет. Например, бетон – это искусственный материал. Бетон мы создаем сами. И мы сами заранее задаем его параметры. Если, например, мы, хотим получить бетон класса, например, B20, там один расчет, сколько цемента нужно, сколько заполнителей нужно и так далее. И так. А если мы, например, хотим иметь бетон ниже по марке или по прочности, тогда другой расчет. То есть бетон – это искусственный материал, параметры которого мы сами заранее создаем. А вот грунт, в отличие от искусственного материала, свойства грунта природные, они от нас с вами не зависят. Более того, если свойства искусственного материала, например, бетона, на всем
протяжении использования остаются неизменными, почти неизменными, не меняются, то свойства грунтов могут меняться в худшую или в лучшую сторону. Здесь главная роль – это вода. Это вода, влага. Например, есть участки, где там много воды, да? Грунты слабые. Есть земля, где сухой, грунты сухие, да? Это прочно считается грунт. Но свойства грунта главным образом зависит от влажности грунта. Так вот, у этого крупнообломочные грунты, которые делятся на 3 вида, крупнообломочные грунты, которые делятся на 3 вида, эти грунты не боятся воды. Они не боятся воды. Это все равно. В воде не есть вода, нет воды, мало влажные, достаточно нет воды. Они не боятся воды. Поэтому с точки зрения строительства считается хорошим основанием. Теперь переходим к песчаным грунтам. Ну, вы знаете, многие из вас, я не говорю, что все, многие из вас знают, что такое песок. Да? Все в детстве играли, да? С песком играли. Вы знаете, что такое песок. Но вы не знаете, что песок бывает 5 видов. 5 видов есть песка. 5 намуди реги будаст. 5 видов песка. Песок гравелистый. Какой? Песок гравелистый. Смотрите, есть гравийный грунт. Это относится к крупнообломочным грунтам. Есть гравилистый песок. Значит, где-то есть граница. Да? Какой грунт считается гравийным и какой грунт считается гравилистым песком? Есть граница. Это в зависимости от содержания или в зависимости от крупности частиц. В зависимости от крупности частиц. Виды песка мы с вами подробнее, виды песка мы с вами изучаем и в других занятиях, и во время проведения лабораторных работ. Дальше. Песок, значит, это первый вид песка, это песок гравелистый. Дальше песок. Песок крупный. Песок крупный. Или называется крупнозернистый. Кто знает, что такое зерно? Зерно. Дона. Зерно – это частица. Частица. Значит, можно говорить песок или крупный, или крупнозернистый песок. Дальше песок. Песок средней крупности. Песок средней крупности. Вы уже догадываетесь, что сверху вниз частицы песка по крупности уменьшаются. Вы уже догадываетесь? Вы уже догадались, что частица грунта идет на уменьшение. Для этого есть специальная, вот по этому ГОСТу есть специальная таблица. Мы во время проведения лабораторных работ мы с вами ознакомимся и найдем конкретно, к какому виду песка относится наш песок, которым мы с вами исследовали в лабораторных работах. Дальше. Песок мелкий. Какой? Какой? Мелкий. Песок мелкий или называется мелкозернистый. Что
Что такое мелкий? Да? И еще один вид песка. Еще один вид песка. Песок. Песок. Пылеватый. Вот видите, 5 видов песка. 5 видов песчаного грунта. Слово пыль. Что такое пыль? Чан. Гард. Это реги гард монант. Песок гравелистый. Реги шагал монант. Песок крупный или крупнозернистый. Реги колондона. Реги мионадона. Реги майдадона. Реги гардмонант. И чангмонант. Теперь посмотрим, какие из этих видов песка с точки зрения оснований зданий и сооружений хорошие, какие плохие. Мы с вами уже намекнули, или с вами уже говорили, что свойства грунта непостоянные, могут меняться в зависимости от того, как меняется влажность данного грунта. Я вам сразу скажу, что вот первые 3 вида песка, первые 3, песок гравелистый, песок крупный, песок средней крупности, они считаются хорошим основанием, хорошим надежным основанием. Они не боятся воды, как и крупнообломочные грунты. Вот эти вот первые 3 песка не боятся воды. Их несущая способность на несущую способность этих 3 видов песка не влияет влажность. То есть от того, маловлажный, на влажный или так далее, от этого не зависит несущая способность. Поэтому эти 3 вида песка считаются надежным или хорошим основанием. Теперь есть тут песок мелкий и песок пылеватый. Вот эти вот 2 вида песка в сухом состоянии. Хотя в природе не встречается сухой грунт. Любой природный грунт в своем составе содержит определенное количество воды. То есть любой природный грунт обладает определенной влажностью. Если вот эти вот 2 последних песка, мелкий песок и пылеватый песок, они маловлажные, то они тоже хорошее основание. Но как повышается их влажность, они становятся слабыми. Понимаете? До сих пор мы об этих вот видах грунтов мы тогда не говорили, что влажность влияет. Но вот песок мелкий и песок пылеватый – это такие пески, на несущую их способность влияет влажность грунта. То есть в сухом состоянии или маловлажном состоянии эти пески могут быть также хорошим основанием, но как повышается их влажность, они становятся слабыми. И более того, они способны к разжижению. Есть такое понятие, геологический термин разжижение. Например, водонасыщенный песок при вибрировании может разжижаться. То есть теряет структуру, и как вода может течь. Значит, поэтому песок мелкий и песок пылеватый с точки зрения строительства как основания зданий и сооружений в маловлажном состоянии также являются хорошим основанием. Но когда повышается их влажность, они становятся слабыми. Теперь
Третий вид грунтов у нас была. Какие это были грунты? А ну говорите. Пылевато. Какие? Глинистые грунты. Пылевато-глинистые грунты. Вот пылевато-глинистые грунты вам более знакомы. Более знакомы. Например, в таджикском языке есть такое понятие хок. Хок. А? Грунт. Хок это есть грунт. Но мы привыкли, что когда мы будем говорить хок, мы имеем в виду только пылевато-глинистые. Если мы на крупнообломочный грунт Сангушагар будем говорить, что это хок, ты удивишься. Ты удивишься. Хотя хок это термин, это перевод грунта. Но почему-то мы не привыкли. Например, скальная горная порода это прочная горная порода. Мы никогда на них не говорим хок. Да? Но в русском языке это все они относятся к грунтам. Так что мы с пылевато-глинистыми грунтами более знакомы. Это те грунты, пылевато-глинистые грунты, это те грунты, которые если вы смешиваете с водой, получается паста или тесто, из которого, как пластилин, можно лепить различные игрушки. Это есть пылевато-глинистый грунт. Теперь обратите внимание, чем пылевато-глинистый грунт отличается от песчаного грунта и от крупнообломочного грунта. Чем отличается? Вы ощущаете, что пылевато-глинистый грунт, как пластилин, обладает свойством пластичности. Пластичность. Есть такое свойство горных пород. Есть такое свойство дисперсных горных пород. Пластичность. Или пылевато-глинистые грунты и обладает свойством связности. Частичноки. Связность. А пластичность или связность отсутствует в крупнообломочных и песчаных грунтах. Частицы крупнообломочного грунта и частицы песка, они не склеены между собой. Они отдельно стоят друг от друга. Вот, например, вы знаете, что такое сахарный песок? Шакар. Сахар, знаете, да? Частицы этого грунта или сахарного песка, они отделены, они частицы. Это сыпучий материал. Резанда. Зараз чего бамбира час педагогистан. А вот пылевато-глинистые грунты, в отличие от этих грунтов, они обладают свойством пластичности или связности. Вот пылевато-глинистые грунты в свою очередь делятся на 3 вида. Это супесь. Первый вид как называется? Вот это слово вы, наверное, где-то кто-то, наверное, слышал. Есть такое слово супесь. Это один из видов пылевато-глинистого грунта. Второй вид пылевато-глинистого грунта – суглина. Выводит его слова или эти термины. Вы наверняка слышали по курсу инженерная геология. Должны были там вам говорить. Вам должны были говорить, что есть такие горные породы. А вот третий вид пылевато-глинистого грунта, возможно, кто-то знает. Называется как? Глина. Называется глина. Называется глина. Вот эти 3 вида пылевато-глинистых грунтов имеет наибольшее распространение. Имеет наибольшее распространение, по крайней мере, у нас в республике. Наибольшее распространение.
То есть получается, что мы в большинстве случаев строим свои здания и сооружения на пылевато-глинистых грунтах. Если пылевато-глинистый грунт сухой или маловлажный, эти грунты также хорошие основания. Но как только повышается их влажность, или как только под ваше здание проникает вода, то эти грунты становятся очень слабыми. И эти повышения влажности пылевато-глинистого грунта или основания из пылевато-глинистого грунта под существующим зданием может привести к авариям зданий. Вы наверняка слышали, да? Где-то какое-то здание дало осадку. Есть такие термины, да? Это из-за чего? Это осадка, это есть деформация основания. Так что вот пылевато-глинистые грунты, они хотят в сухом состоянии или в маловлажном состоянии, хотя они тоже неплохое основание, тоже надежное основание можно считать, особенно глину, суглинок. Но с повышением влажности эти грунты становятся очень слабыми. Как и песок, мелкий песок пылеватый. Становятся очень слабыми. Поэтому, когда строятся здания и сооружения, если вы заметили, если где-то вы видели, вокруг здания, после окончания строительства, вокруг здания проводятся какие-то мероприятия, чтобы атмосферные осадки, дожди, вода не скапливалась вокруг здания, чтобы вода не проникла под фундамент. Это из-за чего? Чтобы основание не стало слабым. Вот эти вот вкратце, все виды грунтов, и мы дали оценку каждому виду грунта с точки зрения как основание. Как основание. Теперь смотрите, есть такое понятие в грунтах. Если в скальных горных породах основная характеристика горной породы – это предел прочности на сжатие. Предел прочности на сжатие. Я напомню, это что такое? Вы проходили курс строительные материалы? Да. Проходили, да? Вам показали, что вот из, например, бетона, изготавливают кубики, потом эти кубики что делают? Испытывают, то есть ставят под пресс, увеличивают нагрузку до разрушения вот этого кубика. Это что за испытание? Это испытание на сжатие. Вот таким образом вы определяете расчетное сопротивление бетона, и таким образом вы устанавливаете марку, или сейчас называется класс бетона. Точно так же в скальных породах. Значит, скальная порода, хотя это грунт, но по своим характеристикам ближе к бетону. Порой даже прочнее, чем бетон. Вот вы из курса инженерной геологии знаете, какие горные породы? Метаморфические, магматические, осадочные, да? Вот видите, вы уже эти термины знаете. Тогда вы знаете, какими этими свойствами обладают вообще эти породы. Понимаете? Теперь, если вот в скальных горных породах
основная характеристика – это предел прочности нажатия, то в полускальных, то есть не скальных или дисперсных горных породах основная характеристика грунта, которая характеризует несущую способность грунта как основание, это также обозначается буквой «Р», называется расчетное сопротивление грунта. Расчетное сопротивление. Что такое расчетное сопротивление грунта? Это мы с вами еще изучаем в последующих занятиях. Но для чего я это напомнил? Именно вот это вот расчетное сопротивление характеризует несущую способность каждого вида грунта. Несущую способность. Кто из вас понял, кто из вас знает, или кто из вас понял, что такое несущая способность? Несущая способность, это что такое несущая способность? В таджикском языке это будет «хобилияти борбардори». Харья конструкция, то есть каждая конструкция, каждый вид грунта имеет свою несущую способность. По-английски это будет bearing capacity, несущая способность материала. Самое большое расчетное сопротивление, естественно, у скальных, то есть, естественно, у крупнообломочных грунтов. Здесь R примерно 400-600 килопаскалей. У первых трех видов песка, R от 300 до 400 килопаскалей. И у песка мелкого, песка полеватого и у полевато-глинистых грунтов R также может быть, здесь от 100 до 500. Обратите внимание, от 100 до 500. Это в зависимости от чего? R, расчетное сопротивление грунта, это функция влажности. Функция влажности. То есть зависит от влажности грунта. На этом мы с вами заканчиваем сегодняшнее занятие. Если у кого-то из вас есть вопросы, пожалуйста, я слушаю. Если вопросов сейчас нет, если вдруг будут вопросы, можете в письменном виде или обращаться, мы на последующих занятиях на эти вопросы мы ответим. Спасибо за внимание.